65-й день рождения отметили на малой родине второго президента Якутии в поселке Хандыга Тампонского района. Там работала и его мать Нина Ивановна на месторождении, и откуда его самого и жену забрал молодой офицер-подводник Анатолий Тихонович Штыров. О судьбе семьи в материале Нины Ханаровой. В стенах детища Вячеслава Штырова в горно-геологическом техникуме прошел вечер-концерт, посвященный 65-летию со дня рождения знаменитого земляка, второго президента Республики Саха-Якутия. В зале не было свободного места. Поучаствовать в этом мероприятии пришли и стар, и млад. Все были рады выказать свою благодарность и уважение. После наводнения 2001 года для поднятия морального духа жителей поселка Хандыга, в том числе, которая очень пострадала в это наводнение, было принято решение о проведении третьих спортивных игр в поселке Хандыга. И как никогда действительно произошло огромное сплочение населения не только поселка Хандыга, но и всего Тампонского района. Будучи президентом республики, Вячеслав Анатольевич немало сделал в области социально-экономического развития родного края. При нем началось интенсивное строительство промышленных и социальных объектов, жилья во всех районах республики, и Хандыга не стала исключением. За время его работы построились десятки объектов. Сразу после наводнения 2001 года храм Петра и Павла в Хандыге, современный больничный комплекс, горно-геологический техникум, школы в каменном варианте в ряде наследов района, промышленные объекты. Вячеслав Анатольевич был инициатором и вдохновителем проекта «Тампонский горно-промышленный район Республики Саха-Якутия», проведения первого муниципального инвестиционного форума в Тампонском районе, в котором приняли участие правительство республики, представители землепользования не только региона, но и России. Техникум был создан в рамках схемы развития производительных сил Северо-Востока Республики. И наша задача – обеспечивать техническими рабочими кадрами развивающиеся предприятия Северо-Востока нашей республики. В настоящее время Вячеслав Штыров, как видный политик, работает на федеральном уровне, но не забывает и свою малую родину – поселок Хандыга. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Сокар, Хандыга, Тампонский район.